أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Аллах. Нет божества, кроме Него, живого, поддерживающего жизнь. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает. Его престол, подножие трона, объемлет небеса и землю, и не тяготит Его оберегание их. Он возвышенный, великий. Пророк Мухаммад сообщил, что этот аят является самым великим кораническим аятом, потому что содержит в себе свидетельство единобожия, а также величия и безграничности качеств Всевышнего Создателя. Аллах объединяет в себе все божественные качества и является единственным, кто заслуживает обожествления и поклонения, тогда как обожествление других существ и поклонение им является лживым и бесполезным. Одним из прекрасных имен Аллаха является имя «Живой», которое означает, что Аллах объединяет в себе самые прекрасные признаки жизни, среди которых можно назвать слух, зрение, могущество, волю и другие качества, связанные с божественной сущностью. Другим прекрасным именем Аллаха является имя «Поддерживающий жизнь», которое означает, что Аллах совершает самые совершенные деяния. Аллах является самодостаточным властелином, который не нуждается в своих творениях, но создает эти творения, способствует их существованию и обеспечивает их всем необходимым. Совершенная жизнь и самодостаточность Аллаха проявляются в том, что Его никогда не одолевают ни дремота, ни сон. Эти явления свойственны творениям, которым присущи усталость, слабость и бессилие. Однако они совершенно чужды Аллаху, обладающему величием, могуществом и великолепием. Аллах также сообщил, что Ему принадлежит власть над небесами и землей. Все творения являются рабами Аллаха, и никто из них не способен избавиться от этой зависимости. Всевышний также сказал: «Каждый, кто на небесах и на земле, явится к милостивому только в качестве раба». Сура 19, аят 93. Аллах владеет всеми своими рабами и обладает властью, могуществом, величием и другими качествами властелина и правителя. Совершенство власти Аллаха проявляется в том, что никто не способен ходатайствовать перед Ним без Его позволения. Все славные творения и заступники являются Его рабами и не могут заступиться за других до тех пор, пока Аллах не позволит им сделать этого. Всевышний по этому поводу сказал: «Скажи, Аллаху принадлежит заступничество целиком. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и к Нему вы будете возвращены». Сура 39, аят 44. Аллах позволяет ходатайствовать только за тех, кем Он остался доволен, а доволен Всевышний Аллах только теми, кто исповедует единобожие и следует путем Его посланников. И если человек не обладает этими качествами, то для него нет никакой доли в заступничестве. Затем Аллах поведал о своем безграничном и всеобъемлющем знании, благодаря которому Аллаху известно обо всем, что ожидает творения в будущем, каким бы далеким оно ни представлялось, и обо всем, что произошло с творениями в прошлом, каким бы далеким оно ни было.
Ничто нельзя утаить от Аллаха, которому известно, что украдкой подсматривают взоры и что сокрыто в сердцах. Что же касается творений, то они способны постичь из недр божественного знания только то, что пожелает Аллах. Он научил их религиозным предписаниям и вселенским законам. Однако эти познания являются всего лишь крошечной частицей, которая буквально исчезает в океане божественного знания великого Творца. Именно поэтому посланники и ангелы, которые лучше всех остальных творений осведомлены об Аллахе, говорили: «Пречист ты, мы знаем только то, чему ты научил нас. Воистину ты знающий, мудрый». Сура 2, аят 32. Затем Аллах возвестил о своем могуществе и величии, свидетельством которого является трон, объемлющий небеса и землю. Аллах оберегает небеса и землю, а также населяющие их творения, благодаря установленному вселенскому порядку и определенным законам, по которым живут творения. Однако это совершенно не обременяет Аллаха, поскольку Его могущество совершенно, Его власть безгранична, а Его предписания преисполнены мудрости. Одним из прекрасных имен Аллаха является имя «Высокий». Его божественная сущность находится над творениями, Его качества преисполнены величия, Его могуществу покорны все создания и существа. Ему подвластны и послушны все рабы. Еще одним прекрасным именем Аллаха является имя Великий. Он объединяет в себе все качества величия, почета, великолепия и славы, благодаря чему сердца проникаются к Нему любовью, а души начинают почитать Его. Обладающие истинным знанием прекрасно знают, что величие любого творения, пусть даже самого прославленного и великого, является ничтожным по сравнению с величием высокого и великого Господа. Смысл этого аята действительно является славным и восхитительным, и обсуждаемый нами аят заслуживает называться самым великим кораническим аятом. И если человек читает его, размышляя над его значением и осознавая его смысл, то его сердце наполняется убежденностью, знанием и верой, а сам человек благодаря этому оберегается от злых происков сатаны.